К сожалению, вот мы являемся свидетелями того, что, по крайней мере, вот наша визуальная какая-то, да, вот та же реклама, те же вот вывески, например, магазинов, учреждений и так далее, но они, к сожалению, пестрят большим количеством ошибок. Поэтому вот с этим, конечно, надо вести борьбу. И мы считаем, что вот на это надо руководителям нашего города, окружной администрации обратить на это внимание, что, к сожалению, вот есть такие моменты, когда, ну, мимо которых, наверное, проходить нельзя. Мы сейчас занимаемся вот сбором такого материала визуального. И вот в преддверии больших вот таких международных событий, Дети Азии, да, вот, ну, те же вот спортивные какие-то мероприятия, конечно же, перед гостями столицы, наверное, негоже показывать вот такие моменты. Мы участвовали в гранте главы города, вот в народном бюджете. Как раз вот мы обратили внимание на вот эти моменты, связанные вот с рекламой нашего города. У нас был хороший очень проект, но, к сожалению, он был в топе обсуждаемых самых таких грантов, но, к сожалению, мы не попали в число грантополучателей. И в этом году вот мы тоже хотим попробовать. Пытаемся, по крайней мере, ну, обратить на это внимание руководителей нашего города. Если говорить об образовательной акции «Тотальный диктант», надо сказать, что мы 4-й год в этом году принимали участие в этой образовательной международной акции, организатором которой, как вы знаете, является Новосибирский государственный университет. Но мы отмечаем следующее, да? Ну, прежде всего, нас радует, что прежде всего горожане, они активно принимают участие в этой образовательной акции, и в этом мы действительно тоже видим вот желание, стремление жителей города, жителей столицы, все-таки видим их стремление грамотной, правильной, по крайней мере, вот письменной русской речи, да? И результаты показывают, что из года в год, ну, у нас, в принципе, количество участников сильно не снижается. Ну, немножко у нас варьируется количество отличников. В прошлом году было больше, в этом году чуть меньше. Но вот результаты тотального диктанта 2016 года показывают, что у нас 29 было отличников, что в процентном соотношении, ну, это составляло 4% от общего количества участников, что выше в среднем по России. Вообще вот такая тенденция, она сохраняется. Все-таки мы видим результаты у тотального диктанта по тем же национальным республикам всегда вот высший процент отличных работ, чем в целом по России. Ну, это как раз говорит о том, что действительно в тех же национальных республиках, ну, предпринимаются большие усилия для того, чтобы люди овладевали русским языком. По крайней мере, вот в его письменной форме. Ну и общеизвестный факт, что у нас в университете мы начинали вот это вот движение в 2012 году. Мы проводили такую акцию, как «Единый диктант», в котором участвовали профессорско-преподавательский состав нашего университета, и он тоже показал достаточно большой процент вот именно отличных и хороших работ. То есть это говорит о том, что люди хорошо, грамотно пишут на русском языке. Вот сейчас у нас в республике все-таки крен идет к обучению технических дисциплин, да? Как вот обстоят дела на филологическом факультете, насколько вот сейчас дети выбирают профессию изучения вот русского языка, хотят стать преподавателями русского языка, вот, значит, конкурсы на факультет. С какими знаниями они приходят, как вы можете оценить, как они сдают ЕГЭ? И на самом деле соответствуют ли их показатели? К сожалению, выделяется всего 15 бюджетных мест. Наши контрольные цифры приема я говорю о направлении филологии. У нас 3 профиля. Это отечественная филология, прикладная филология и преподавание филологических дисциплин. Вот на эти профили у нас всего 15 бюджетных мест. Но, тем не менее, у нас достаточно высокий средний балл ЕГЭ. Он колеблется в пределах 64 баллов. Это, ну, считается средний такой, достаточно неплохой уровень знаний русского языка. А в целом средний балл, вот в целом по университету, он не очень, к сожалению, высокий. Но это свидетельствует о том, что... А конкурс есть, да? А конкурс есть, тем не менее есть, да. По проекту «100 книг для чтения» вы, наверное, сами наблюдаете по студентам, читают ли студенты больше книг, или как это было 20-30 лет назад, и как приучить детей вот к чтению? Ну, у нас специальность
Специфика нашего факультета такая, что поступают абитуриенты, которые ориентированы на чтение художественной литературы, ее лучших образцов. Вот. Но дело в том, что в целом по университету отмечается следующая ситуация. Профессоры, которые имеют аспиранты, вот здесь мы затрагивали вопрос технических специальностей, говорят о том, что аспиранты не могут осмысливать текст научных статей. И получается так, что аспиранты просят давать определенное, ну, назовем так, резюме научной статье. То есть на самом деле это результат того, что, начиная со школьной скамьи, мы все-таки ориентируем обучающегося на то, что необходимо решить тест, который сформулирован коротко, когда есть варианты ответов, ну, либо закрытый тестом, либо открытый, это понятно, но человек не получает умение, которое потом должно бы перейти в навык, осмысливать текст. И даже здесь уже речь-то идет о том, что ведь аспиранты — это лучшие из лучших, если говорить вот о студенческой аудитории. Поэтому вот здесь, конечно, вывод такой, что нельзя овладеть русским языком вообще не читая. Вот. И вы знаете, когда стирается, уничтожается грань между нормами литературного русского языка и действительностью, под действительностью я понимаю разговорный язык, его устную форму, которая часто имеет не просто огрехи, но и такие, знаете, конструктивного рода ошибки. Вот здесь, я даже вот сейчас говорю, я вспомнила практику дадаизма. И если говорить об этой практике, то как раз дадаисты выдвигали тактику, которая показывала всю жуть, весь ужас той ситуации, когда вот эта грань между нормой и свинцовыми мерзостями жизни, она будет уничтожаться. Ну вот сейчас я вспомню эту тактику. Дадаисты рекомендовали: первое — взять газету и взять ножницы. Второе — выбрать в газете статью объемом в предполагаемое стихотворение. Третье — вырезать статью. Четвертое — затем аккуратно разрезать статью на слова, сложить все в сумку. Далее встряхнуть, перемешать, вынимать по одному, переписать слова в том порядке, в каком они выпали из сумки. Стихотворение будет похоже на вас. Вот, понимаете, причем дадаизм, он возник в нейтральной абсолютно Швейцарии, в Цюрихе. И получается, что, собственно говоря, посыл-то вот этой вот, казалось бы, может быть, ироничной коммуникативной тактики, да, в чем? Эта тактика показывает бессмысленность человеческого существования. И поэтому вывод такой, что не читая книг невозможно быть грамотным человеком, невозможно владеть языком. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хочу сказать вообще о такой социальной роли русского языка. В школе, например, русский язык имеет две функции. Во-первых, это предмет изучения и обучения, а во-вторых, это средство приобщения к другим наукам и приобщения к мировой художественной культуре, литературе. И какую бы специальность, профессию человек не имел, он, конечно же, должен хорошо уметь выражать свою мысль. Это очень важная коммуникативная функция, которая необходима каждому человеку. Поэтому как в стране, так и в нашей республике уделяется очень большое внимание языковому образованию. У нас функционирует Совет по языковой политике при главе республики. Успешно этот совет работает, я хочу сказать. И финансовой основой этого совета являются такие программы, как концепция школьного языкового образования,
В 2005-2007 годах функционировала такая программа, как языкового строительства, а сейчас реализуется программа по развитию и совершенствованию государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия. Она направлена на популяризацию как русского языка, языка межнационального общения, государственного языка Российской Федерации, так и миноритарных языков эвенского, эвенкийского, долганского, чукотского языков. И я хочу сказать, вот на российском уровне тоже вот серьезное внимание обратили на эту проблему. В декабре 2015 года на базе Российской академии образования создан Федеральный учебно-методический совет по направлению языкознания и литературоведения. Возглавляет этот совет академик Российской академии образования, президент РАО Людмила Алексеевна Вербицкая. В этот совет вошли ученые, преподаватели вузов со всей страны, 36 человек. Это в основном преподаватели МГУ, Санкт-Петербургского университета, Московского гуманитарного университета, лингвистического университета. И из субъектов вошли представители Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Южного федерального округа и из Якутии. От Северо-Восточного федерального университета в этом совете работаю я. Цели этого совета, во-первых, конечно, участие в реализации политики филологического образования, это экспертиза основных образовательных программ в области литературоведения, языкознания, это и издание учебников вузовских по языку и литературе, это и экспертная, и консультационная помощь. Функции этого совета очень широкие. Это говорит о том, что серьезное внимание уделяется филологическому образованию в стране. А на днях в Москве состоится первый съезд общества словесности, где преподаватели нашего филологического университета тоже примут участие. Я бы хотела остановиться на таких моментах. В системе образования, начиная от дошкольного, заканчивая вузовской системой, происходят глобальные изменения. Это принятие и федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях, и закон об образовании в Российской Федерации, принят и наш закон об образовании в Республике Саха-Якутия, то есть меняется в общем парадигма образования. И для того, чтобы повысить качество обучения русскому языку, конечно же, в первую очередь мы должны обратить внимание на подготовку кадров. Вот чем занимается и наш филологический факультет Северо-Восточного федерального университета. Разрабатываются новые образовательные программы, расширяется магистерская вот такая направленность в нашем обучении. И будут создаваться базовые кафедры. Это очень важно, когда специалист уже во время обучения в высшем учебном заведении будет близок уже к своей отрасли. Это касается не только нашего филологического факультета, но и других подразделений университета. И я хочу сказать, во-вторых, должны, конечно, сейчас измениться подходы к учебникам. Вот что касается учебников русского языка, во-первых, они должны сейчас, конечно же, быть перестроены в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. А то, что касается преподавания русского языка в Якутии, то эти учебники русского языка, они должны учитывать родной язык обучающихся. Это очень важно. И вот если ученик будет овладевать русским языком в сравнении с родным, знать нюансы, значит, он будет качественно овладевать этим языком. А значит, он будет и читать много, о чтении, да? Вот в этом плане я думаю, что
очень большая роль принадлежит семье. Ведь и в законе об образовании говорится о том, что первым родителем является семья. В той семье, где читают, и ребенок читает. И, конечно же, тех часов, те часы, которые выделены по учебному плану в школе, их никогда хватать не будет ни по языку, ни по литературе. И поэтому я думаю, что очень большой потенциал в этом плане в системе дополнительного образования. Вот как показывает практика, в основном это техническое творчество развивается, там спортивное, да, культурное направление. В этом плане хотелось бы побольше кружков, различных дискуссионных площадок по лингвистике, по филологии. И это в совокупности даст возможность приобщить наших школьников к чтению. Я хотела добавить немножко, то есть спросить. Вот действительно, сейчас в школьной программе очень много урезается, да, и языка, и литературы, по-моему. Да, вот сейчас новая политика такая, что дети должны уметь что-то делать руками. То есть мы переходим вот в WorldSkills, Junior Skills, то есть дети перестают, и сокращаются часы русского языка в том числе, так ведь, да? И из программы уходят какие-то произведения, которые мы раньше изучали. Вот получается, как вот сказал один из моих знакомых учителей, а зачем читать Достоевского, если ты прочитал весь «Колобок»? Если ты прочитал «Колобок», получается, у нас учебная программа движется уже почти вот к такому. Что по этому поводу можете сказать? Вообще-то, знаете, конечно, в области образования сегодня нужны кардинальные изменения. И вот такое сокращение, секвестирование часов на основополагающие фундаментальные дисциплины, как русский язык, это вообще невозможно. Это ни к чему хорошему не приведет. Да? Но так как я представляю совершенно другое направление, русский язык как иностранный, то я тоже немножко об этом скажу, потому что вот 3 года тому назад на филологическом факультете была открыта новая кафедра. Кафедра русского языка как иностранного. И само название кафедры до сих пор вызывает очень много вопросов. Да? Даже вот образованные люди говорят, как это так? С каких пор русский язык стал иностранным? Так? Но я, допустим, вот спрошу у Оксаны Васильевны, у вас русский язык родной? Естественно, родной, да? Матрёна, спрошу, у вас русский язык родной или не родной? Не родной, так? А к нам приезжают иностранцы, которые совершенно не знают русского языка, вообще с нуля мы их обучаем. И поэтому для них русский язык – это иностранный язык. Это не нами выдумано, это уже где-то 60 лет этот термин, но, к счастью, это понятие уже сейчас стало составной частью нашего университета. Сегодня в университете обучается около 200 иностранных граждан. И причем из таких стран, которые, казалось бы, экзотические для нас. Например, Гайана. Мы знаем, где Гайана? Вот приехал 3 года назад мальчик из Гайаны, поступил, проучившись год на ВДОПе, поступил в факультет, финансово-экономический институт. И причем приезжают молодые люди из разных стран, из Азии, Африки, Латинской Америки. О Европе я не говорю. И, конечно, здесь, понятно, что очень много китайских студентов, молодых людей из Китая. Так? И поэтому перед кафедрой стоит задача, конечно, как можно качественнее обучить иностранных студентов, учащихся, с тем, чтобы они влились в студенческие ряды нашего университета и представляли не только свою страну, но и к общему удовольствию и наш университет. Потому что иностранные студенты являются участниками международных ломоносовских конференций. И причем они получают диплом 1-й степени. Вот то, что для нас, это, конечно, это большая радость. Это студентка из Вьетнама, это первый набор у нас, Тео Хоен.
Она является студенткой отделения пиар, которая вот получила диплом первой степени в прошлом году, принимая участие в ломоносовских чтениях. А первым участником этих чтений был Джон Андерсон из Гаяны. Он президент общества иностранных студентов, и у него очень хорошие такие амбиции. Вообще он еще и якутский язык изучает. У нас иностранные студенты хотят не просто изучать русский язык, они хотят познать национальную культуру. И преподаватели кафедры якутского языка обучают их якутскому языку. Ну, это говорит о том, что это уже люди мира. Они открыты, они хотят познавать этот мир. Поэтому кафедра русского языка как иностранного, она, хотя и молодая кафедра, но я думаю, что очень перспективная. Поэтому вот навстречу 24 мая, День памяти Кирилла и Мефодия, я думаю, что это очень хороший подарок как бы к этому знаменательному юбилею, что в нашем университете существует такая кафедра. Вот. И сегодня мы думаем о том, чтобы создать какую-то такую очень хорошую структуру дистанционного обучения русскому языку людей, которые живут в разных странах. У нас очень большие связи с китайскими вузами. Кстати, вот они хотят, чтобы у нас была такая вот форма дистанционного обучения не только вот с Китаем. Поэтому я думаю, что русский язык – это действительно… Вот сегодня мы говорим о продвижении русского языка в мире. И вот наша кафедра нашего университета является одним из структурных подразделений, который реализует эту политику. Потому что через вот эти маленькие шаги, 300 человек иностранных студентов, которые у нас обучаются, это разные страны фактически. Это люди, которые поедут обратно в свою страну, они будут пропагандировать русский язык, будут пропагандировать Россию. Поэтому, значит, я думаю, что в этом плане очень большие перспективы и у филологического факультета, потому что это не только иностранные студенты, это и продвижение русского языка в странах ближнего зарубежья и в самой России, потому что действительно мы сталкиваемся с различными аспектами русского языка. С одной стороны, это тотальный диктант, это, так сказать, проверка одних знаний, а с другой стороны, мы видим эти рекламные вот эти щиты, которые отражают другой уровень русского языка. Поэтому задача нашего факультета как раз вот во всех аспектах продвигать русский язык. И как профессиональная подготовка будущих учителей русского языка, и как людей, которые приезжают из разных стран, и мы должны их обучать. И влюблять в нашу республику. И, по-моему, это получается, потому что студенты, которые должны были поехать в прошлом году во Владивосток, они не захотели этого сделать. Им очень понравилось здесь, и они поступили на юридический факультет, медицинский институт. Ну и вообще, и когда мы спрашиваем, а как вот климат и все, им это нравится. Ну, вот так вот такой мальчик из Африки, ему нравится зимой на снегу, так сказать, и показывать то, что он не боится, этот снег, этот мороз. Я думаю, что республика наша имеет очень большие перспективы и в плане международного туризма, потому что сейчас это регион, и в политическом, экономическом, во всех отношениях интересный. Поэтому очень многие люди из разных стран интересуются нашей республикой, нашим регионом. Я думаю, что мы готовы, конечно, сделать все, чтобы это было привлекательно. А с какими зарубежными вузами? Мы сотрудничаем, да. Во-первых, очень много вузов в Китае. Там Цицикарский университет, Хайлунцзянский университет,
Харбинский университет, университет Саппоро в Японии, это ряд вузов Южной Кореи, в Республике Корея. Это, значит, ну, если зарубежно, то европейские, очень много европейских стран, но в связи с международной политикой сейчас с Европой, видимо, проблемы существуют. 3 года назад было очень много ребят из Европы. Сегодня это в основном представители Азиатско-Тихоокеанского региона. Это из Малайзии, из Индонезии, из Афганистана, из Монголии. Теперь и ближние зарубежье мы тоже заинтересованы в этом. Много ребят из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Украины. Вот поэтому это тоже зарубежные страны. Но то, что продвижение русского языка в мире, это обусловлено самой ситуацией. Ведь несколько лет назад русский язык занимал 3-е место в мире по распространенности. Сегодня мы на 6-м месте. И поэтому, конечно, озабоченность нашего правительства, вот этот вот майский совет прошлого года, где заговорили о концепции продвижения русского языка в мире, как раз говорит о том, что нужно русский язык продвигать и русскую культуру продвигать. Не просто русскую, российскую культуру. И чтобы Россия действительно заняла то место, которое она когда-то занимала. Вот, судя по тому, что 3-е место в мире. А сейчас впереди нас китайский язык. А мы стали 6-ми. Конечно, да, да. Оксана Васильевна, мы вместе были в Южной Корее, принимали участие в международной конференции. Наша кафедра стала инициатором. Вот буквально как на 2-й год нашего создания мы инициировали такой аспект, как русистика на северо-востоке Российской Федерации в странах АТР. Так? Русистика – это наука, которая изучает русский язык как иностранный. Так? И мы провели 2 конференции, одну в Якутске, вторую в Сеуле, в Южной Корее. 3-я конференция планируется в Китае, в Хэлунцзянском институте иностранных языков осенью этого года. Затем мы планируем 4-ю конференцию в Монголии, Улан-Батор. И затем, ну, хотели в Японии, но пока там проблематично. Во всяком случае, кафедра наша инициирует такие явления, и мы вот собираем людей, которые действительно работают в области русистики. В основе государственного федерального стандарта вот лежит идея воспитания личности человека, который должен быть конкурентоспособным вот в высокотехнологичном, таком быстро меняющемся мире. И сейчас роль учителя тоже меняется, если он перестает быть транслятором знаний, он больше всего как бы на уроке режиссер, тьютор, он организовывает вот эту самостоятельную работу учащихся. Больше уроки стали проходить вне школы, в музеях, в библиотеках. Это очень важно. И в формировании наших детей должны участвовать не только школа, но и все организации, потому что очень такая стоит конкретная задача всесторонней во воспитании личности. И это заложено именно в нормативных документах, которые сейчас реализуются в системе и общего, и высшего образования. Но следует вспомнить нашего дорогого профессора Николая Георгиевича Самсонова, который в течение 30 лет возглавлял классическую кафедру русского языка. И я хочу анонсировать сегодня большое мероприятие, которое мы проведем в понедельник. Это будет круглый стол, который мы проводим совместно с Якутской и Ленской епархией Русской Православной Церкви, на котором вот одним из вопросов будет вопрос обсуждения большого круга вопросов, в частности, функционирования русского языка, о связи православия и в целом славянского культурного
языкового наследия. И одним из таких вот интересных событий, которые произойдут на этом круглом столе, это будет презентация книг, которые были переданы из домашней библиотеки Николая Георгиевича в фонд Якутской епархии. Вот я, Лариса Николаевна, хочу попросить, чтобы она несколько слов сказала вот об этом мероприятии. Ну, сначала, как историк языка, я бы хотела рассказать о празднике, почему он отмечается 24 мая именно, и какова история вообще в России и в Якутии. Ну, 24 мая 863 года было объявлено о создании славянской письменности, поэтому вот 24 мая отмечается. Да. В 1863 году было постановление в России о праздновании святых Кирилла и Мефодия. Да. И этот праздник проходил 11 мая, это по старому стилю, по новому стилю это 24 мая. Да. В России после Октябрьской революции этот праздник был вычеркнут из числа государственных, и возродился он уже в 1986 году. В Мурманске первый раз он отмечался, да. Ну, был небольшое мероприятие, но, однако, хорошо было освещено. И в 90-м году благодарные болгары, они считают себя как раз потомками, да, Кирилла и Мефодия, они подарили Мурманску памятник Кирилла и Мефодия. Вот в 90-м году он там был поставлен, этот памятник, установлен от благодарных болгар. В 91 году, вот как уже, по-моему, было сказано, Верховный Совет СССР, они издали указ о том, что это праздник является государственным на территории Российской Федерации. Да. И каждый год назначался какой-то определенный город, где был центр празднования. Да. В разные годы это разные города. Ну вот в 89-м, например, был Киев, в 90-м Минск был. Были также города и Воронеж, и Смоленск, и Владимир, Орел, каждый год. И вот с 2010 года принято решение постоянно проводить, центром этого праздника будет Москва с 2010 года. Да, постоянно, да, постоянным центром. Да. Ну, в Республике Саха-Якутия, как Марфа Васильевна уже отметила, в 93-м году стал государственным этот праздник. С 91-го года он широко отмечается. У истоков этого праздника были Николай Георгиевич Самсонов и Медведева Людмила по-моему, да, Герасимовна. Людмила Герасимовна Медведева, да, у истоков они были. Да, русская община. Ну, надо сказать, что до этого времени несколько раз этот праздник отмечался вот силами в ЕГУ, силами студентов и преподавателей филологического факультета. Ну, там, конечно, Николай Георгиевич это организовывал, участвовали и студенты, и преподаватели. И вот такова история этого праздника. Да. Николай Георгиевич, он преподавал старославянский язык, преподавал историю языка, и поэтому, конечно, студенты шли, несли книги старинные, у него, в общем-то, достаточно такая большая коллекция старинных книг. Да. При жизни он очень много говорил, много раз мы от него слышали, что надо передать это Русской Православной Церкви все-таки. Ну, как-то при жизни он не успел, и вот мы после его смерти эти книги передали. Насколько мы можем признать, что День славянской письменности укоренился по-настоящему в нашей стране, ну, на фоне геополитических событий, на фоне, как вы выразились, языка WhatsApp? Вот. Ну, это мой вопрос. Ну, он укоренился, да, он проводится ежегодно, как вы знаете, да. Раз он стал государственным языком, то он, конечно, укоренился и проводится, и пропагандируется не только в городе Якутске. Вот
до прошлого года проводилось это мероприятие торжественно в Русском театре. Да, с прошлого года уже решили проводить на улице, то есть чтобы привлечь больше народа. Так вот было сказано, озвучено, да. Проводится ведь очень много мероприятий по республике, в школах, различные мероприятия, конкурсы на знание русского языка, на знание истории языка, да, инсценировки различные готовят школьники, так что это очень широко он отмечается. Ну, в Северо-Восточном университете вот конференция, о которой Марфа Васильевна, круглый стол, да, проводится. Ну, кроме того, проводятся различные конкурсы среди студентов. Вот, в прошлые годы мы проводили и там КВНы, проводили конференции студенческие, посвященные как раз этому дню, проводили конкурсы, презентации на тему истории языка. Ну, Литературные вечера. Вот литературные недавно вечера, очень да. хорошие были фрагменты из художественных произведений, да, студенты выступали. Мероприятия проводятся ежегодно, да, различные. Потом в газетах печатались вопросы, проводились конкурсы, тоже это было такое. Да, викторины различные. Да. Скажите, а билингвизм помогает изучению языков иностранных, например? Нет, Евдокия Павловна, по билингвизму. Билингвизм, да, это знание родного и русского языков, конечно, помогает, потому что все усваивается в системе, и здесь родной язык является как бы основой, да, а изучаемые языки, они как раз вот изучаются в сравнении, и это дает возможность овладеть языками во всех тонкостях носителя языка. Ну, во всяком случае, я об этом не утверждаю, да, что, вот так конкретно, но вот знание, например, сейчас говорим о полилингвизме, да, двуязычие — это когда два языка, у нас по программе со 2 класса иностранные языки подключаются, да, вот то, что опыт есть, знание 2 языков, это помогает в усвоении и 3-го, и 4-го языка. В некоторых школах по 2 иностранных языка. А в местах компактного проживания школьники еще знают свой родной язык. Русский и как минимум 1 иностранный. То есть, ну, это уже потребность жизненная. Русский язык в силу своей структуры, то, что он много значений, ну, допустим, одного слова того же. То есть этот язык не вытеснит русский, как вы думаете? Каковы его шансы вытеснить? Да, очень много иностранных языков. Ну, я касательно английского больше спрашиваю. Ну, надо сказать, что сейчас, конечно, в современном мире мы наблюдаем такую тенденцию, что действительно английский язык является языком такого уже глобального плана, да, что действительно вот все основные образовательные, информационные технологии, они в основном все базируются вот на английском языке. Конечно, но это вот жизнь. Это как раз веление времени, действительно, и мы сейчас вот даже видим, что наши дети, они вот, например, изучают английский язык, потому что они понимают, они видят в этом потребность жизненную. То есть они видят, что тот же английский язык им будет помогать в дальнейшем, там, в жизни, в получении профессии, там, в каком-то карьерном росте. В этом я, например, не вижу ничего плохого. Другое дело, что мы видим некое засилие, может быть, иностранных, например, тех же терминов, да, интернациональных слов, например, в русском языке. Понятно, что, например, компьютер, он так и будет компьютером, да, то есть уже мы другой эквивалент вряд ли придумаем, но с другой стороны мы должны говорить о том, что если есть эквивалент в русском языке, то почему не использовать, например, русский вариант того или иного, имеет в виду, да, что понятия. там очень много используем иностранных слов, Ну, есть толерантные отношения, да. хотя, может быть, терпимые. Да, конечно, то есть допустим, тут вот это уже другой вопрос о вариативности языка. Конечно, естественно, мы склоняемся к тому, что предпочтение мы отдавали, например, русским вариантам слов, если есть. Но если
Только вот если речь идет о терминах каких-то, да, конечно, понятно, что приоритет будет за теми же англоязычными терминами. Может быть, тогда еще мы немножко коснемся темы, вот какие последние изменения в русском языке, вот изменения в орфографии, в правилах есть, которые вот сейчас вот поменялся язык. Можно говорить уже, раньше мы говорили кофе черный, тогда сейчас говорят, можно говорить кофе черное, да, на Украине, в Украине, то есть есть какие-то вот изменения же, да, нормы. Изменения норм, они происходят с определенной периодичностью. Значит, мы фиксируем в истории языка большие изменения, которые произошли вот в 1918 году, потом были изменения в орфографии вот в 50-х годах, да, но сейчас, видимо, определенный какой-то идет виток, ну, очередных каких-то перемен в области орфографии и пунктуации, но в целом надо сказать, что русская орфография и русская пунктуация, она достаточно статична. То есть мы здесь вот фиксируем, что основные правила русской орфографии и русской пунктуации, они не меняются. И изменения в основном касаются орфоэпических правил, да, вот постановки ударения, вариативные, например, там, окончания падежные и так далее. Но здесь допускается, я еще раз говорю о том, что язык – это живое явление. Он живо очень реагирует на все изменения, которые происходят в жизни, в обществе. Кофе черный, а теперь кофе черный. Ну, я тут думаю, что это связано все-таки, скорее всего, с произносительными какими-то, да, моментами. Да, влияние речи. И тут, в принципе, я думаю, сильно вот на этом заострять, может быть, внимание не стоит. Поэтому вот, например, как правильно произнести творог или творог, ну, например, я не считаю это вот принципиально, да, я не прочитаю. Ну, понятно, что речь идет об одной какой-то реалии, да, вот о пищевом продукте. То есть это не страшно. Не страшно. Но в то же время вот звонит и звонит. Ну, это уже орфоэпические, конечно. Тут уже... Звонить. А сейчас говорят, можно говорить, звонит, звонит. Да. Ну, это уже, это Даже- ошибки, с которыми надо, конечно, на которые надо обращать внимание и которые надо искоренять. Будет То есть- звонить, конечно, правильно. Мгм. То есть наше терпение не железно, да? Можно сказать. Ну, нельзя позволять полностью изменять, да? Ну, сейчас очень многие вообще как-то так индифферентно относятся к пунктуации, да? Вот смотришь, очень много ошибок, там запятая должна, ее нет, а там, где ее нет, она есть, да? Поэтому, мне кажется, с этого вот такого пренебрежительного, небрежного отношения к языку, вот это все звонит, пускай так, да? Или там что-то шофера, например, на северах, да? Это даже и не профессионализм. Это просто, ну, вот так вот как-то. И люди это терпят, и как-то, ну да, кофе, какая разница, мое, твое там, да. Вот отсюда вот именно с такого вот пренебрежительного отношения к языку и начинается, ну, вот эти всякие явления. Часто вот такой язык вот как раз формируется в средствах массовой информации, да, скажем. И опять же, вот дикторы телевидения, вот если раньше какая вот школа, школа советская Да. этого было, да, а сейчас как вот... Конечно. Вы на это обращаете внимание, как-то вот с этим работаете? Конечно, конечно. Мы, по крайней мере, были воспитаны на эталонной речи, вот, например, дикторов центрального телевидения, там, всероссийского, всесоюзного радио. Конечно, сейчас, когда мы слышим и слушаем, видим передачи, да, то, конечно, слух режет. Режет, Конечно, слух особенно режет. склонение численных. Абсолютно. Это когда вот центральное телевидение, и дикторы, Да. и корреспонденты центрального телевидения говорят неправильно, это, конечно. А потом люди же Да, слушают да. и считают, что, видимо, изменились нормы, привыкли, что речь эталонная по радио, по телевидению. И вот эти ошибки, они плодятся. Связано с тем, что все-таки раньше дикторами, раньше в основном же передачи вели вот дикторы, да, то есть люди специально, так сказать, подготовленные, имеющие чаще всего языковую какую-то подготовку. А в последнее время, вот последние 20 лет мы видим, что вот очень много появилось авторских программ, когда сам автор, журналист, он там, значит, появляется, да, на телевидении или на радио и ведет там свою передачу. И вот с этим как раз связано снижение вот этих вот норм, и мы и ошибки отмечаем в речи.
журналистов. И, конечно, что понятно, что люди вот таких публичных профессий, журналисты, работники вот различных средств массовой информации, они должны быть, конечно, людьми образованными и грамотными. Мгм. Может быть, мы тогда инициируем какой-то проект, чтобы вы нам помогли правильно и Ну, говорить, и писать. Может, как-то вот наши вот статьи вот можете время от времени смотреть. Ну, я хочу сказать, что в стилистические частности ошибки. у нас вот на нашей кафедре есть вот как раз автор Лариса Николаевна, у нас есть курсы русского языка в разных аспектах. То есть мы можем вот такие курсы проводить в организациях, на предприятиях. Пожалуйста, приглашайте на договорной основе. Мы всегда рады помочь овладеть вам правильной, грамотной русской устной и письменной речью. Очень хорошие работы у Николая Георгиевича и Ларисы Николаевны. Они проанализировали речь не только представителей СМИ, но и депутатов, представителей А есть такие работы уже, да? министерств и так далее. Да? И там вот эти ошибки указаны и предложены пути их Где преодоления. можно познакомиться с вашими людьми? Ну, у нас студенты пишут выпускные квалификационные работы, вот как раз связанные с речью, вот СМИ, ага, подмечают ошибки, разного рода ошибки. Все это у нас есть, у нас достаточно у нас богатый фонд, да, поэтому материал очень большой, обширный, мы готовы с ним поделиться. Да, я помню, в 90-х годах мы даже отдавали как-то в газеты свои преподавателям СФУ, чтобы они вот разобрали вообще вот материалы. Какие ошибки там, скажем. Ну, ладно, пунктуация, это все у нас там все-таки корректура работает. А вот стилистические ошибки, да, вот использование языка. И было очень интересно, да, послушать специалистов, и хочется вот тоже время от времени, видимо, да, можно тогда вас приглашать и пользоваться. Ну, наверное, у нас уже время, да? Ага, поэтому спасибо всем нашим гостям за то, что вы пришли сегодня, уделили нам внимание, рассказали очень много интересного. Ну и мы желаем вам успехов в вашей работе. И, конечно, очень приятно, что у нас в СФУ работают такие опытные, маститые профессионалы своего дела, что если к нам приезжают не только вот наши студенты учатся, но и из таких стран приезжают и учатся именно русскому языку, казалось бы, где? Не в Москве, не в Петербурге, а вот, ну, скажем, в отдаленной Северной Республике. Это показывает уровень наших преподавателей очень высокий. Спасибо вам большое за вашу деятельность.